Так, ну что, за котелок беремся или... Беремся. Вот так стирается, и потом бабах и на ногу кипятком. Так, ну что, вторая часть марлезонского балета. Слушай, столько опилок алюминиевых, может кому-то предложить, на свет нет, за пиво. Самих жаба не задушит. Из-за 2 миллиграмм? Ну и может, конечно. Но если выбирать 2 миллиграмма алюминия или пиво, я выбираю пиво. Не болела бы грудь, не страдала душа. О, вроде ровно. Угу. Слушай, по-моему, очень капитально получилось. Да, нормально. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Надо было мне чайник вылить на ногу, Да. чтобы все вот так делать. Ну да. Да. Но зато еще 20 лет будет. Да ты не принижай нашу работу, еще 32 года. С чувством исполненного долга. Я руки отмыл, твоя очередь. Мне казалось, я обеими руками работаю, а правая вон в саже, а вторая вроде и не особо. Да, тут без мыла и без воды. Когда про умывание разговор заходит, все немцы мне на память выскакивают. Как они там моются, бедняги. Дристать не будут? Таз нальет, мужик помоется, женщина помоется, дети по очереди. У них равноправие, это самое европейское. То бишь все вместе залазят, тем более полов у них 50 штук, запутаешься, что можно, что нельзя. Потом посуду помоет этой водой, а после этого пол. И нормально. Большая экономия. Да мне кажется, потом соберут эту воду обратно, что останется. И снова на следующий день по новой. Иначе что за экономия? Слушай, надо письмо Шульцу написать, предложить. А то что это такое? 5 минут моется, потом 1 минуту, потом 1 секунду. Надо экономить, так экономить. Валерий, сейчас вот 3 часа, температура упала до 25. Так сразу нормально стало. А то 30 градусов кошмар. Вывод простой. Программу минимум чайники, котелок сделали, аварийность ликвидировали. Эта программа минимум была у нас. Программа максимум еще рыбки поймать. Ну, так как стоит жаркая погода, поэтому на ночь ставим, берем и домой мотаем. Кабель так упал. Вот что значит жаркое, сухое период лета наступил. Ручей испарился, одни ямы остались. Ты там 12 часов дня смотрел, сколько температура. Сколько была температура? 30 градусов. Жара такая была, кошмар. Ну, по крайней мере, 25 в тени нормально. Особенно после 30. Интересно, а рыба в супер жаркую погоду как ловится, а? Вообще ловится, интересно? Вода на болоте так упала, что ручей пересох. А лосяра так нашу тропу обожает ходить по ней. Тюкнул. И прямо по нашей тропе потопал. Не знаю. В прошлом году тут выдры как собак нерезанных было, как грязи. Остались они за зиму, сохранились, нет ли? Может, размножились. Не пугай. Ну, поедят рыбы, хер с ними, пускай лопнут. Просто сетку жалко. Чтоб сетку не унесли, буду привязывать к палке. Километра хватит? Хватит. Наверное. Ладно. Пригодится. Ветерок, конечно, легкий, но мешать будет. Так, ну что,
Один товарищ сказал, поехали. И махнул рукой. Антивыдренный способ это один, чтоб сетку не унесли. Морской узел. А, какой морской? Рыбацкий узел. Без пол-литра не развязать. Имеется в виду без головы. Ну что? Так. Пока ветра нету. Шуруем. Ну, грузила в траву, потом поправим. Так, ну что, конец загибаем. Ух ты! Ни хрена себе, какая тут глубина. Опа-на! Не успела закинуть, уже что-то попало. Сетка задергалась. Ух ты! Поперек травы, где стоит сетка, там вдоль травы плавали, куча плотвичек попала. Ну, рыба будет, я понял, однозначно. Не буду вынимать. Завтра возьмем. Рыба есть, осталось узнать, выдра есть или нет. Так что хорошая погода сильно влияет на рыбу. Там буквально секунды. Так, хаба! Антивыдренные шесты. Хаба! О! Ну ладно. Короче, пару сеток еще в старых местах кинул. Интересно, а это чей след? Раньше тут бобриная нора была. Она достаточно глубоко из-под воды заходила. Дождя давно не было, а тут сырой песок. Катались, что ли, тут специально мочили. И нора уж больно высоковато. А выдра, что ли, бляха-муха. И тут его стол вытоптанный. Учитывая, что песок этот не высох, запросто, что не очень давно это все делалось. Ах, от бобра один способ, достаточно действенный. Сеть на глубину, и он сверху плавает. А с выдрой, блин, увидит рыбу, нырнет, с кишками выдернет, челюсть оставит. А то и сеть старается на берег вытащить. Ладно, тут старое мое место, которое я сети ложу. Много-много-много-много лет. Рискуем, посмотрим, развлекаемся. Сколько деревьев бобры засушили. На это озеро впадает один ручей. Я думаю, одну сетку оставлю, потому что тут такая ситуация, что ручей пока впадает, мало ли что он сюда может принести в это озеро. До кучи мелочь, до кучи елец плотва, до кучи окунь, а до кучи и щука может подойти. Когда подъезжал к устью, увидел, что устье все утоптано, перерыто все тут песком. Вначале подумал, что это выдра. Какашки сюда зарывает. Но я вылез, тут что-то со следами больно интересно. Только на первый взгляд похоже, что это выдра. Какашки свои зарывала. Нету какашек. И чьи-то следы. След похожий, как будто маленький лось. Вот двумя этими самыми копытами. Но такой маленький лось в принципе не бывает. У нас, по крайней мере. Что за копыта такие? Кто обозначил? Похоже, что копытцами кто-то следы понаставлял. Это следы от копыт. И не просто копыт, а мелких копыт. Сапог у меня 43-го размера. Что за такие копыта интересные? Ручей мелкий, почти нету. Ладно, тут следы, явные следы уток. Типа кряковый большой след. А это кто?
Странные следы. Ай, так на языке и вертится. Что у нас тут? Кабаны, что ли, появились? В 80-х годах когда-то у нас был случай, что, говорят, в Вологодской области массово, это Кировская область, здесь еще южные районы с Коми должны были пробежать, но до нас добежали эти кабаны. Они потом, эти песчаные дороги наши, где массово рос иван-чай, массово подрывались, ямы такие делали, кабаны. Но все дело в том, что эти кабаны были до первой зимы. Зимой у нас метр снега. Какой кабан у нас выдержит? А это, блин, что это такое? Что за след такой? След очень похожий, очень даже похожий на кабаний. Копытами сделаны. Что за у нас такое чудо-юдо появилось? Ладно, ставим сетку последнюю. Ну, кабаны вряд ли сильно повредят рыбалки. Даже не знаю. Явно не лось. Для лося это очень маленький. Бобер же без копыт бегает пока. Странные следы, странные. Ну, откровенно копытами сделаны. Что за копытное у нас появилось? И что они на песку делали? Булькает все кругом. Хрен знает, рыба или выдры. Рискуем. Нифига себе. Ветра нету. Течения вроде нету, а отнесло. Рыбацкий узел. Благослови трястись. Ну, немножко покупался. Вода теплая. Очень даже теплая. Ой. Так, ну что, надо сейчас помельче выйти и попробовать воду вылить. Кто тут что вытоптал? С озера заехал в траву, наскочил на корягу, стал опрокидываться, а в носу зацеплена моя камера была. Чтоб камера не намочить, последнюю камеру не утопить. Прыгнул в воду вперед спиной, а ногами толкнул забор, чтобы лодка не опрокинулась на меня. Камера вроде осталась сухой, он даже снимает. Бывает в жизни огорчение. Ой. Ну что, пошли, потащили вернее. Да, Валерий, рыбы дофига. Чем раньше возьмем, тем лучше. Надеюсь, выдры не съедят нашу рыбу. Ехать против солнца глаза режут. Не вижу, куда ехать.